Вот дома по программе переселения в Покровске. Эстафета огня 8-х спортивных игр «Дети Азии». Новый спортивно-досуговый центр Махсагаллохи. 4-й педагогический конгресс. И волонтерская деятельность студентов колледжа цифровых технологий Айтын. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. В Покровске 43 семьи переехали из аварийных домов в новостройку в центре города. Нынче в Хангаласском улусе это уже второе массовое новоселье. И не последнее. Ой, здравствуй, моя новая квартира. Какая прелесть! Зоя Лобанова – педагог с 46-летним стажем, обучает детей английскому и немецкому языкам в Покровской средней школе номер 3. 1 апреля ей исполнилось 70 лет, и новая квартира словно благодарность за ее труд и преданность профессии. Это такой огромный подарок большой страны, нашего президента Владимира Владимировича Путина. Роскошный подарок. Я вас благодарю от всей моей души. Слова признательности Зоя Лобанова также озвучила главе республики Айсену Николаеву в ходе прямого эфира по случаю одновременного открытия 12 социальных объектов в Якутии. Сегодня в нашем доме столько радости, смеха, веселья. Радуются дети, радуются родители. Счастье страны складывается из маленьких радостей простых людей. Дом, в который переехала Зоя Лобанова, состоит из 5 этажей и 46 квартир, из которых 43 предназначены переселенцам. Часть первого этажа здания обустроена под коммерческое помещение. Новый дом, прекрасный дом в самом центре Покровска с развитой инфраструктурой. Место, где вы сможете реализовать все свои планы, где вы можете растить детей, нянчить внуков. Второй этап программы переселения из аварийного жилфонда в 2025 году завершается. До этого времени в Хангаласском улусе планируют ввести в строй 6 многоквартирных домов в селах Ой, Качекадзе, Актемце и город Покровск. В послании Федеральному собранию наш президент, любимый, дорогой, обожаемый Владимир Владимирович Путин сказал, что эта программа будет продлена до 2030 года. Мы очень рады. В третий этап программы переселения войдут дома, признанные непригодными для проживания с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. 20 марта началась эстафета огня 8-х игр «Дети Азии». Старт был дан с Хангаласского улуса, родины основателя игр, первого президента республики Михаила Николаева. Первым участником эстафеты стал именитый борец Прокопий Петров. Он вместе с еще 20 факелоносцами пронес пламя игр по улицам Покровска. Их маршрут завершился на городской набережной. Далее факел с огнем в течение 100 дней посетит все районы республики и финиширует 26 июня во время торжественной церемонии открытия игр в городе Якутске. Среди хангаласских факелоносцев значились в основном призеры и участники прошедших игр «Дети Азии», но и были те, кому только предстоит защищать спортивную честь улуса и республики, например, юный боксер Арий Иванов. Это большая ответственность для меня. Тренировки идут 6 раз в неделю, воскресенье, выходной. 25 марта вылетаю в Самару, где буду участвовать на первенстве России. Настрой уверенный завоевать медаль для улуса и республики. Новый спортивно-досуговый центр открыл свои двери в поселке Махсагаллох. Население получило возможность свободно заниматься такими видами спорта, как настольный теннис, шашки, шахматы и бильярд. Также здесь будут проходить занятия по художественной гимнастике для детей. Спортивно-досуговый центр разместили в здании, где раньше была начальная школа. На средства производственного объединения «Якутцемент» здесь провели косметический ремонт и закупили спортивный инвентарь. Родителям прошу, что детей погоняйте больше спорту, пожалуйста. Поселок Махсагаллох раньше славится и боксом, и футболом, и волейболом, и баскетболом. Кто нам мешает этим заниматься? Сами. Ура, товарищи! Открытие нашего центра! Спортивно-досуговый центр занял 2 этажа здания. В одном из помещений расположили бильярдный стол. Это было давней мечтой мужчин поселка. Сразу несколько комнат выделили под настольный теннис. В некоторых будут заниматься взрослые, в остальных – дети. У нас здесь все вместе с детьми 7, что ли, столов привезли. Раньше любители настольного тенниса тренировались в спортивном зале «Цементник» в определенные дни и часы. Сейчас ограничений по времени у них нет.
А сейчас здесь мы будем свободно сами заниматься, когда время будет. Два зала выделили под художественную гимнастику. Ранее юным гимнасткам и их родителям приходилось несколько раз в неделю ездить на тренировки в город Покровск, что, несомненно, было неудобно и накладно и по времени, и по средствам. В принципе, хорошие залы. Я поняла, что они еще будут дорабатываться, еще ковры постелят, станки поставят, зеркала будут. Ну, в общем, все, что нужно для гимнастики. Единственное, не хватает высоты потолков для основных тренировок с предметами. Ну, будем как-то стараться. Также в здании разместятся шахматно-шашечный клуб и пара общественных объединений поселка. С открытием спортивно-досугового центра у жителей поселка появилась возможность не только заниматься спортом и развивать свои навыки, но и разнообразить повседневную жизнь. Тренды в дошкольном образовании, искусственный интеллект и проблемы профориентации учащихся. Эти и другие темы обсудили в Хангаласском ЛУСе на 4-м педагогическом конгрессе, который нынче посвятили памяти первого президента Михаила Николаева, внесшего значительный вклад в сферу образования. Педагогическое сообщество Хангаласского ЛУСа является одним из самых продвинутых в республике. Множество образовательных проектов и методических разработок были распространены отсюда в другие районы. 4-й педагогический конгресс и единая система образования, вызовы, возможности, стратегии развития в муниципальном контексте собрал более 300 участников. Это не только учителя и воспитатели, но и ученые, эксперты, родители, представители органов власти, бизнеса и так далее. Кроме того, Конгресс станет оперативным продолжением реализации стратегического указа главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева о создании и развитии единой системы образования в республике Саха-Якутия. Конгресс начался с пленарного заседания, где основными спикерами были приглашенные эксперты. Среди них Эрнесто Евгений Санчес Шайда, который является докторантом университета Хайфа в Израиле и 3-й год ведет курс «Искусственный интеллект» в Актемском научно-образовательном центре. Эрнесто Евгений обучает школьников создавать искусственный интеллект с нуля. Наша цель – научить учеников создавать такой искусственный интеллект, который потом уже другие люди будут использовать. И для этого мы начинаем с фундаментальных дисциплин, с математики, информатики, физики, и объединяем их, переходим к вопросу, как создать искусственный интеллект, как он работает. Также в рамках Конгресса работал ряд дискуссионных сессий. Например, сразу на 2 площадках обсуждали тренды и проблематику дошкольного образования. Почему профориентация не работает и какой она должна быть? Такой вопрос был поставлен перед участниками другой дискуссионной сессии. Здесь одним из спикеров был директор колледжа цифровых технологий Айтын Сергей Сосолятин. Он рассказал о профориентационных проектах, которые действуют в его учреждении. Например, прошлой осенью в рамках регионального проекта СФАИ на базе колледжа детей участников спецоперации обучили бесплатно на операторов беспилотных летательных аппаратов. Тем самым они получили свою первую рабочую профессию. Я работал директором школы и сейчас работаю директором профессионального образовательного учреждения, поэтому есть понимание по проблеме профориентации. Лично я считаю, что сейчас очень быстро все меняется и меняются тренды, поэтому у ребят тоже интересы и мировоззрение меняется, поэтому, мне кажется, по линии профориентации нужно быстро-быстро переформатироваться. По итогам работы 4-го педагогического конгресса была принята директива, которая станет действенным документом, направленным на развитие районной системы образования в условиях новых возможностей и вызовов. Молодежь с большим сердцем. В городе Покровске молодые люди активно участвуют в волонтерской деятельности. Школьники, студенты, рабочая молодежь – все они бескорыстно оказывают помощь нуждающимся покровчанам, а также содействуют в организации массовых мероприятий. Свой вклад в развитие города вносят и студенты колледжа цифровых технологий Айтын. Данный колледж базируется в Покровске. Здесь готовят специалистов по IT-направлениям и туризму. Хоть и большинство студентов являются иногородними, это не мешает им быть активными участниками различных благотворительных и социальных проектов города. В первую очередь это помощь с бытовыми делами одиноко проживающим людям и семьям участников СВО. В этом вопросе колледж тесно отрабатывает с администрацией города, которая принимает заявки и распределяет их между волонтерами. Они отзывчивые, очень быстро отвечают на запросы. Отзывы очень хорошие, бабушки даже звонят и говорят, что они очень быстрые, веселые, помогают и говорят, чтобы они снова пришли.
На днях поступила очередная заявка – оказать помощь с уборкой снега жене участника спецоперации. Студенты прибыли большой группой, чтобы быстрее справиться с задачей. У одного из них поинтересовались, что мотивирует его на волонтерскую деятельность и как совмещает ее с учебой. Это меня так воспитали родители, я сам по себе такой человек. Я люблю делать добро людям, старшим, всем. Кому нужна помощь, поддержка, мы обязательно придем как волонтеры и поможем. У нас после учебы кружки этот есть, но не каждый день. Соответственно, такая помощь к нам приходит именно в те дни, когда мы не заняты, когда у нас есть свободное время. А если даже у нас есть какие-то кружки, занятия, мы от них отпрашиваемся и нас отпускают. Нюрбина, супруга участника СВО, которые пришли помогать студенты колледжа, услугами волонтеров воспользовалась впервые. И я в понедельник заявление написала, и заявку подала, и они как-то побыстрее приехали, и все чистят снег. Очень удобно, очень хорошо даже. Приятно даже студенты помогают СВОшникам. Тут же на месте волонтеры и хозяйка договорились о следующем их визите, на этот раз очистить снег с крыши веранды. И подобных вызовов много. Сейчас актуальна уборка снега. Также ребята могут помочь с заготовкой дров, льда, поздравить ветеранов, оказать материальную помощь нуждающимся. Огонь, гори! Сияй! Помимо этого, их привлекают к проведению крупных массовых мероприятий. Например, недавно делегация студентов колледжа выступила в качестве волонтеров на эстафете огня 8-х международных игр «Дети Азии». Благодаря своей активной позиции и готовности помогать, студенты колледжа Айтын создают прочные связи с городом и его жителями и в целом поддерживают дух солидарности в обществе.